Да, вот. Академия госуправления, выпускник 19 года. Вы будете задавать вопросы, да? Ага. Ну, я бы сказал так, что, в принципе, человечество не придумывает ничего нового. А государство, власть, как неотъемлемый атрибут любого государства, она всегда будет. И для того, чтобы государство успешно развивалось, всегда необходимо будет какая-то вертикаль, какая-то форма правления, хотя бы даже маломайская, скажем так. То на сегодняшний день в нашей республике мы должны говорить о том, что именно государственному управлению уделяется особое внимание. И здесь я даже, скажем так, подходит с такой точки зрения, что перенимаются лучшие практики зарубежные. То есть мы говорим о том, что мы готовы учиться, мы готовы перенимать лучшее, но также, как говорится, при имплементации данных, скажем, каких-то подходов опираться и на собственный опыт, и на собственные, скажем так, идентичность, на собственные какие-то потребности нашего населения. То есть эти моменты учитываются также. Быть чиновником, скажем так, я вот слово чиновник, конечно, не очень воспринимаю. Я воспринимаю это как с английского, если переводить, public administration, да, это вот управление общественными благами. Да. Вот есть даже такая теория хорошая. Я это воспринимаю как работая совместно с населением во их благо, да, управляя каким-то имуществом, да, вот, и принося определенную пользу. Я бы сказал так, что именно служение народу на сегодняшний день, которое есть, это не является отражением какого-то того прошлого, который говорят как чиновник, а именно уже проекция нового метода менеджмента и нового метода управления, скажем так. Ну, еще хотел бы сказать то, что, конечно, быть, скажем так, человеком, имеющим определенную власть, да, на управление, скажем так. Власть мы не говорим о плохом ее составляющем власти, а именно на принятие решений. Почему? Потому что решение зависит как раз-таки, принятие именно решения зависит как раз-таки от определенного человека. Поэтому эти, скажем так, определяющие факторы, они сказываются и влекут за собой определенную ответственность. Это большая нагрузка, я понимаю, я это чувствую. И скажу так, что быть на сегодняшний день государственным служащим не очень легко, и это очень ответственно. Поэтому даже если кто выберет такой путь, они должны понимать, что необходимо будет прилагать максимальные усилия. Но на самом деле я хочу сказать то, что у нас такие же семейные отношения, как и в принципе у всех. Бывают, скажем, какие-то заминки, бывает что-то не сделано. Это все тоже бывает. Почему? Потому что я сам лично не могу тоже постоянно уделять время исключительно семье. А супруга в силу того, что она физически не может выполнить какую-то работу, потому что сейчас мы уже ждем третьего ребенка, да, со дня на день должен у нас родиться доченька еще. У меня старший сын, ему почти 4 года, вот скоро должен исполниться, дочке 2 исполнилось, и вот теперь уже третьего ждем. Такая же семья, среднестатистическая, без каких-либо, скажем так, особенностей. Супруга понимает, чем я занимаюсь, поддерживает, однозначно поддерживает. Почему? Потому что когда мы с ней поженились, она-то тоже была госслужащей, и она видела, каково это, как это сложно работать. Ну, на тот момент мы были с ним двое специалистами акимата района, да, ну, занимали самые низовые должности. И, в принципе, скажем так, семейная жизнь, я хочу сказать, она такая же, как и у всех. Это и бывает и не сваренные обеды, допустим, да, бывает и не убранные комнаты, и дети игрушки разбросают, и огород полить надо. Это вся бытовая, скажем так, составляющая, которая у каждой семьи есть, она присутствует и в жизни, скажем так, государственного служащего. От нее никуда не денешься. И, в принципе, скажем так, не хочется отказываться от этих. Почему? Потому что она и есть эта жизнь другого. Если человек ищет что-то другого, скажем так, быть перфекционистом, ну, это да, надо, скажем, постараться, да. Но в нашем конкретном случае пока что не так.
Однозначно да. Почему? Потому что жизнь, она всегда вносит свои коррективы. Мы на работе находимся большую часть нашего времени. Но я сразу сказал своим коллегам, с кем мы работаем изо дня в день, то, что если бывают такие моменты, как, не дай бог, там похороны, да, не дай бог, какие-то там, ну, какие-то негативные моменты, дети заболели, допустим. Я говорю, даже вы можете даже у меня не отпрашиваться, просто-напросто поехать, а лишь просто меня уведомить о том, что произошла такая-то ситуация. И все. Этого достаточно. Почему? Потому что на таких вещах играть нельзя. То есть и такими вещами, как говорится, ну, это не рычаг для того, чтобы воздействовать на человека. А, Если есть такие же, скажем так, хорошие мероприятия, как торжества, да, конечно, я прошу всегда коллег, подгоняйте свои мероприятия под выходные дни для того, чтобы у вас ну, была возможность на следующий день отдохнуть, и то есть и не, скажем так, не пересекать свою личную жизнь, такую, скажем, где-то с работой. Почему? Потому что если дать возможность, скажем, гулять, а народ любит гулять, да, то это, скажем, может перерасти в какой-то культ. Поэтому все те моменты, которые, в принципе, бытовые, жизненные, по максимуму можем даже обсудить, где-то поговорить и войти в понимание. Поэтому, в принципе, никаких проблем нету, да, в этом отношении. А, Коллектив это тоже понимает и, в принципе, тоже старается выполнять требования такие. Вы знаете, не то чтобы часто, всегда. Скорее всего, даже всегда. Почему? Потому что вот, я скажу даже так, вот есть дни приема граждан. Я скажу, чтобы дни приема были только формальными. Почему? Потому что любой день является днем приема. Вот если я нахожусь на работе, если кто-то пришел, я говорю, не держите человека, пусть он сюда заходит, он заходит, излагает свои какие-то жалобы, возможно, просьбы, заявления, ну и любого рода информацию, если человек пришел ко мне. Также вы сами знаете, даже вот после январских событий было принято о том, на законодательном уровне, о том, что акимы районов и городов ежеквартально должны проводить встречи с населением каждого административно-территориальной единицы. Но тем не менее мы стараемся выезжать каждый раз больше, чаще, встречаться. Это и бабушки, дедушки, скажем, пенсионеры, и с ними поговорить надо, понять, что тоже их тревожит. Это и рабочие коллективы. Я бы сказал так, что, конечно, возглавляемый мною район не является многочисленным по населению. Ну и это как бы одна из таких сильных сторон для нас, наоборот. Почему? Потому что мы можем как бы практически каждого знать человека. Да, да, практически поименно даже знать. Мы еженедельно, мои коллеги, я сам объезжаем, разговариваем, беседуем. Если какие-то вопросы возникают у населения, я сам приезжаю тоже, стараюсь сам решать. Ну, почему? Потому что мне самому даже, честно сказать, пока что это еще даже интересно. Да. Возможно, я скажу так, некоторые, когда набираются большого опыта, они уже решают эти вопросы немножко по-другому. Да. Это есть такое, да, как говорится. Но единственное на сегодняшний день это задор, который еще остался, который есть, он присутствует, и поэтому такие вопросы, скажем так, они в данный момент решаются исключительно в таком прямом контакте, скажем, с населением. Знаете, вот, есть такое понятие, как этика личности и этика характера. Да, это описывал один из знаменитых психологов, социологов Америки, доктор Кови. Поэтому я бы сказал так, что некоторые моменты, основные моменты, они как раз-таки в характере у человека. Они уже заложены. А этика личности – это как раз-таки те некоторые, скажем так, уже на новый язык лайфхаки, которые приобретаются по ходу уже рабочего процесса, в ходе обучения. Они, допустим, могут применяться как на краткосрочный период. Допустим. Да, и те подчеркнутые знания, которые на сегодняшний день здесь преподают, конечно, какая-то часть из них дойдет, скажем, и до определенной группы. Это нельзя сказать, что любое полученное знание, оно будет полностью соответствовать и подходить как каждому человеку. Такое это будет чистой воды скептицизм и из чистой воды, скажем, недостоверность.
Поэтому я скажу так, что какая-то полученная информация, она должна находить только определенную свою фокус-группу. Поэтому в этой части, конечно, мы будем что-то применять, но не повсеместно. И оно в большей части направлено на как раз-таки на личности.